проводимых в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Данная серия матчей пройдет впервые, и я уверен, что это будет яркое событие в жизни Свердловского спорта. Следующая информация важна для абсолютно всех любителей футбола, кто также сегодня с трепетом прильнул к нашей онлайн-трансляции. Дело в том, что серия матчей будет проходить в рамках выставки «Иннопром-2024» с 7 по 11 июля на 2 стадионах города Екатеринбург. Вход на все игры будет совершенно свободный, и расписание всех матчевых встреч вы сможете найти на официальных источниках Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Ну а также сегодня в нашей интерактивной студии находится министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Аронович Рябопорт. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Действительно, 14-й год проходит выставка «Иннопром», которая показывает преимущества, прежде всего, развития промышленности нашей страны, Свердловской области, и все больше носит спортивный оттенок. Уверен, что дебют в этом году, а я уверен, что это долгосрочный формат, соревнований с участием футбольного клуба «Урал», с участием гостей и партнеров выставки «Иннопром» придаст новое звучание отношения промышленности, спорта и футбола. Добро пожаловать! Спасибо большое, Леонид Аронович, за такие приветственные слова. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что мы в любом случае с вами движемся дальше и без футбольного даже свистка. Пока что. Прямо в эту секунду на связи с нами находятся представители стран-участниц, которым выпала честь сразиться за кубок футбольного матча, проходящего в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Я приглашаю сейчас абсолютно всех проснуться, встрепенуться и поприветствовать даже тех, кто находится по ту сторону наших экранов, нашей прямой трансляции, и поприветствовать участников. Приветствуем представителей из ИМТ «Белград», Сербия. Приветствую вас, приветствую, коллеги. Добрый день. Приветствуем представителей футбольного клуба «Равшан Куляб», Республика Таджикистан. Приветствуем. Приветствую всем, добрый день. Спасибо за приглашение. Будем рады участвовать. Спасибо огромное. И наблюдаем за жеребьевкой. Отлично. Поприветствуем представителей футбольного клуба «Кызылкум», Республика Узбекистан. Приветствуем. Привет, привет. Всем добрый день. Спасибо за приглашение. Отлично. Всех мы видим с улыбочкой на лице. Ну и, конечно же, приветствуем представителей футбольного клуба «Урал», Россия. Кто там у нас? Прямо сейчас они, наверное, находятся в соседней как будто бы студии, потому что также являются страной принимающей. Отлично. Но от всего сердца мы отправляем приветы всем представителям футбольных клубов, а это 4 страны. И прежде чем приступить к жеребьевке, нам бы хотелось, безусловно, поблагодарить всех тех, без чьей поддержки не состоялось бы такого масштабного мероприятия. А именно, организаторами кубка являются правительство Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Федерация футбола Свердловской области, ну и, конечно, футбольный клуб «Урал». Также особая благодарность выражается партнеру кубка Triz Robotics. Это компания из Екатеринбурга, которая имеет многолетний опыт успешных интеграционных проектов абсолютно по всему миру. Внедряя робототехнические системы на производство или учебное учреждение, Triz Robotics совершенствует, обогащает и развивает рынок, приближая будущее. Ну что ж, я думаю, не стоит томить наших представителей команд, которые находятся по ту сторону экранов, и приступить к нашей жеребьевке. С вашего позволения, Леонид Аронович. Таинство начинаем. Отлично. Итак, вкратце расскажу, как будет проходить, друзья, наша жеребьевка с помощью уникальной технологии роботизированной руки, которая прямо сейчас тоже вас немного поприветствовала. Дело в том, что мы распределим номера в турнирной таблице сначала, а после узнаем, какая команда будет играть под каким номером. Сторона, которая принимает данный кубок, Россия,
футбольный клуб «Урал» у нас становится сейным под первой цифрой. Кто же будет его всевозможным соперником, мы узнаем прямо сейчас. Итак, прошу нашу роборуку достать первую цифру. Какая она будет, мы все сейчас с вами увидим. И своей правой рукой, как вратарь, как голкипер, Леонид Аронович поймает первый шар. Есть стыковка. Итак, кто же у нас будет? Следующая цифра, номер 4. Номер 4. Итак, через буквально считанные мгновения мы узнаем из второй корзины, какой же, вот мы видим, как он помешал, какой же достанет шар наша роборука. Она делает выбор на цвета, словно малиновых, розовых оттенков. И также, Леонид Аронович, прошу вас поймать. Мы узнаем теперь команду непосредственно, уважаемые зрители. Итак, интрига, которая сейчас развеется. Цифрой под номером 4 у нас становится... Сербия. Это команда ИМТ Белград, Сербия. Продолжаем. Сейчас вновь прошу вас поймать тот шар, который будет от нашей роборуки, и очередная цифра. Какая же будет? У нас остались с вами цифра 2 и цифра 3. Роборука, прошу тебя. Так. Какая? Как вы думаете сами, лидер? 2 или 3? 3 или 2? Сложно. Если были бы наперстки, было бы удобнее. Но у нас век технологий, поэтому именно таким промышленным путем мы сейчас узнаем, кто же станет сейным. Итак, следующая цифра. Внимание всех зрителей нашей трансляции. Цифра номер 3. Тоже под этой цифрой будет у нас представителем какая команда. Их осталось, напомню, всего лишь 2. Делает свой выбор роборука. И из голубого сектора забирает шар. Я думаю, всех очень интересует, как двигается наша роборука, как ее условно железные суставы двигаются легко, как и наши человеческие. Отлично, есть понимание, что шар в руках министра физической культуры и спорта. Итак, мы уже чуть-чуть увидели, что это у нас Узбекистан. это команда футбольного клуба Кызылкум. Ну и чтобы было у нас все абсолютно честно и прозрачно, при любом раскладе мы должны с вами увидеть как минимум цифру номер 2, ну и оставшуюся команду. Прошу, роборука, продолжайте свои легкие, вальяжные рободвижения. Я думаю, у вас уже даже тоже Кто же это? И ваша рука двигается словно робот. Но цифра номер 2. Все идет по-честному. Отлично. Ну и я думаю, те, кто уже являются представителями нашей онлайн-трансляции, той команды, которая сейчас будет озвучена нами в нашей спортивной инновационной студии, уже понимают, что они будут сражаться против футбольного клуба «Урал». Так, и мы лицезреем, что это Команда Таджикистан. команда футбольного клуба «Равшан Куляк». Отлично, друзья, вот так не легким способом, но инновационно я предлагаю даже поаплодировать этому событию. Почему нет? И сейчас хочется все-таки, друзья, рассказать, что распределение у нас состоялось на экране. Мы еще раз с вами все увидим, кто с кем будет сражаться в рамках нашей промышленной выставки Иннопрома 2024. Уверен, что каждый сидящий за экранами уже абсолютно в предвкушении того спортивного события, которое вот-вот пройдет здесь, на Уральской земле. Леонид Аронович, ну, наверное, осталось дело за малым, конечно же, предоставить вам напутственные слова, сказать всем участникам, которые смотрят. Ну что, уважаемые коллеги, дорогие друзья, я думаю, что действительно то
спортивные события, которые носят международные участие стран Таджикистана, Сербии и Узбекистана. Ну, прежде всего, позволит посмотреть готовность каждой из команд к спортивному сезону, потому что ряд команд находится в отпуске, ряд команд готовится к началу спортивного сезона. И я приглашаю болельщиков, любителей футбола, знатоков футбола. Соревнования пройдут на двух аренах. Это СКБ-арена Уралмаш, это Екатеринбург-арена, центральный стадион, где будут очень интересные вещи, которые связаны будут с выставкой «Иннопром 2024». Я уверен, что эти как раз нюансы и будут транслироваться в большей степени ведущими спортивными трансляторами мира. Огромное вам спасибо, Леонид Иванович, за такие напутственные слова, слова теплые благодарности тем странам, которые примут участие. Как мы сказали ранее, друзья, я напомню, пройдут матчи с 7 по 11 июля на двух стадионах города Екатеринбург. Вход у нас абсолютно свободный, все жители, все гости и туристы могут с легкостью прильнуть к этим спортивным событиям, поболеть и стать сопричастными. Ну и, конечно же, можно посмотреть будет расписание на официальных источниках Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. И сейчас все, кто смотрит онлайн-трансляцию, лицезреют, когда в 13 часов встретятся у нас страны Россия с Таджикистаном. Чуть позже, в 19 часов на стадионе Академии футбола Урал пройдут встречи Узбекистана и Сербии. Ну а мы тем временем прощаемся. Мы говорим точно, что наша жеребьевка прошла успешно. Мы желаем вам отличного дня, отличной подготовки до наших долгожданных встреч. Ну и, конечно, смотрите футбол, болейте футбол, играйте в футбол.